Студией Алиса Дирилиш. Папа? 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 Это правда ты, папа? Сынок, я мог ожидать от любого, но не от тебя. Что? Что я неправильно сделал? Я все исправлю, папа. Почему так холодно относишься ко мне? Ты же пообещал мне на моей могиле, что найдешь убийцу. Оставил убийцу. Даже отказался искать его. Ты так легко забыл отца? Нет. Как жаль. Жаль. Нет, папа. Я пообещал тебе, я сдержу свое обещание. Я сдержу обещание, папа. Я найду убийцу. Я же пообещал тебе, папа. Папа! Папа! Пожалуйста, не уходи! Папа! Прошу тебя, папа, умоляю. Я найду убийцу, обещаю, клянусь, найду! Ты разочаровал меня, сынок. Как тебе не стыдно? Нет, папа. Папа, не уходи! Не уходи, папа, пожалуйста! Папа, пожалуйста, не уходи! Пожалуйста, папа! Не уходи! Папа! Папа! Я не отказался, папа. Я найду этого бесчестного. Найду и убью. Я знала, что ты придешь, Мехмед. Будешь? Я пришел сюда не пить. Мы оба знаем, почему ты сюда пришел. Но не навредить немного развеяться. Ты думала, что из-за твоих дешевых угроз я стану твоей собакой? Ты понимаешь, какой силой я обладаю, не так ли? Я не обязан перед тобой отчитываться. Оставь эти слова, Мехмед. Тебе это не подходит. Мы живем ради детей. Хандан и я. Я молчу не из-за того, что боюсь, а из-за того, чтобы детям не навредили. И не склоню голову перед шантажом таких, как ты. Какая бы ни была цена, я могу встать перед всеми и рассказать правду. Жаль, мы бы повеселились, Мехмед.
Если же в моей семье, или же в семье Хандан из-за тебя возникнут проблемы, я убью тебя. Мехмед, мы с тобой не закончили. Подожди. Мы только начинаем. Посмотрим, смогу ли я обрушить этот мир на твою голову. Или же нет. Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya. Çemberimde gül oya, gülmedim doya. Кто умирает, тот умирает. Смотри, ты уже начала петь, не так ли? Доброе утро, мама. Хорошо спала? Видно, что ты выспалась. В чем причина твоей радости? Это ведь ты недавно похоронила мужа. Разве не ты? Это пирог с зеленью? Именно так. Ради этого пирога я готова на все, честное слово. Если бы мы говорили, что преувеличение искусства, то ты бы занялась этим искусством, Дафне. Сынок, я и про тебя не забыла. Глазунья и сосиски. Спасибо, мама. А я налью чай. Что случилось, сынок? Ты в порядке? Мама, ну когда он в порядке? Не обращай на него внимания. Мама, это ты нам расскажи. Что-то случилось-то какая-то радостная. Нам попался лотерейный билет? Пожалуйста, пусть будет, потому что я хочу получить прекрасную новость. Почти. То есть... Дети, я арендовала новый магазин. Да. Да. Ну, он небольшой, маленький магазин. Но думаю, нам этого достаточно. Что будет-то? Я попросила у друзей все необходимые материалы. Попросила манекенов. Спасибо им, они поделились. Начнем с чего-то. Мама, это прекрасная новость. Мама, все проблемы закончились из-за того, что ты открываешь маленький магазин? Я подумала, что-то важное случилось. Поздравляю, мама. Спасибо, сынок. Чтоб не сглазить, чтоб не сглазить. Радуйтесь, радуйтесь. Конечно, вы имеете право. Веселитесь. Конечно. Мама, ты тоже проходи. Позавтракай с нами. Я не хочу. Я прочитаю Коран. Помолюсь за сына. Ради отца, которого вы уже не помните. Ради моего Джаляля, убийцу которого вы даже найти не смогли. Не портьте свое настроение. Радуйтесь, веселитесь. Вы продолжайте. Я поговорю с бабушкой. Проходи. Мама. Пришла сказать, что я испортила ваше настроение? Хорошо. Вы должны немного расстроиться. Пойдет вам на пользу. Так легко забыть? Так легко. Ты тоже мать. Ты тоже пережила эти сложные дни. Разве нет? Ты не проживала? Джаляли рассказывал мне. Когда умер его отец, он не ел 3 дня. Что ты сделала?
Ты посадила перед собой и заставила съесть все, и сама ела вместе с ним. Он бы заболел. Ты сказала, жизнь продолжается. Я сказала. Сказала, нужно быть сильным, нужно вытерпеть. Ты сказала, что ни в ком не будем нуждаться. Оказывается, ты подняла на ноги Джаляля. Оказывается, вы вместе пережили эти сложные дни. Прожили. Но где он сейчас? Где мой Джаляль? Это все одно и то же. Ты понимаешь, я должна работать, чтобы кормить своих детей. Я знаю, понимаешь. Я не твой враг. Хорошо, ты меня не любишь. Возможно. Ты посчитала, что я не подхожу твоему сыну. Возможно, ты хотела другую невестку. Хорошо, мама, я согласна. Только не относись плохо к своему внуку и внучкам. Они нуждаются в твоих прекрасных и красивых словах. Я не могу понять. Я не понимаю. Вы живете так, будто забыли моего Джаляля. Каждый занят своими делами. Разве это справедливо? Мама. Не волнуйся, никто не забыл Джаляля. Никто не сможет забыть. Но жизнь продолжается, конечно. Если ты меня не поймешь, кто поймет меня? Пойдем вместе позавтракаем. Я сыта. Вы ешьте, давайте. Вы ешьте. Хорошо. Что случилось? Не смогла смягчить сердце бабушки? Кто только не пробовал, что только не сделали. Мама разве сможет? Хана услышали про это. Они смогли смягчить сердце госпожи Наджмии. Попросите у них. Дочка, потише. Она услышит. Разве она не права? Разве мы не оставили кровь отца безнаказанной? Ты плакала 2 дня, потом разве не забыла отца? Остался пирог. Возможно, что-то осталось от этой кудрявой девушки, бабушка. Если поспешишь, успеешь. Проходи, мама. Приятного аппетита. Итак. Приятного аппетита. И вам приятного аппетита. Не настолько вкусный, как у меня. Но вполне съедобный. На здоровье, мама. Аллах, Аллах. Возьми это, дочка. Понадобится. Ты сняла помещение.
Мама, я же сказала, попрошу, если понадобится. Ты убери их, спрячь. Зачем еще могут понадобиться, если не для этого? Ты сняла помещение, возьми. Потребуется для мелочей. Возьми, пусть будут у тебя, не обижай меня. Давай. Спасибо, мама. Пусть Аллах будет тобой доволен. Хорошо, что ты есть. Конечно, хорошо, что я есть. Если бы меня не было, кто знает, что бы ты делала. Раз сняла помещение, иди и занимайся им. Давай. Не опаздывай. Хорошо. Все еще выключен. С утра пытаемся связаться сюда, как шутка. Разве человек может не заметить? Может и не заметить. Зависит от того, как провела ночь. Чинар, правда, тебе не надо было ехать. Я бы могла доехать на такси. Ясемин, я получаю удовольствие от общения и времяпровождения с тобой. Для меня не проблема находиться здесь. Будь уверена. Наоборот, мое настроение на высоте. Ты не выходи, я сразу вернусь. Приехали сюда вместе, а мне в машине ждать? И? Мне интересно посмотреть на выражение лица Суде, когда увидит нас. Жизнь для тебя огромное развлечение, Чинар. А что плохого? Ты не развлекаешься? Подожди, я тоже иду. Хандан? Как отношения Ферита и Ясемин? После того, как пришли просить, больше не разговаривали. А я не спрашиваю. Ты видишь, бесстыжего? Ты рассказываешь проблему, просишь держать мать подальше, а он идет девушку просить. Клянусь, сын своей матери, как еще может быть? Ясемин дала свой ответ. Но я очень испугалась, что мы с Амель станем сватьями. Упаси Аллах, подальше от нас. Дай Аллах, больше не увидим лица обоих. Дай Аллах. Хандан, смотри, что скажу. Скажу кое-что. Знаю, что разозлишься, но, сестра, если я разозлюсь, не говори. Смотри. Посади перед собой детей и расскажи про Джаляля с Амель, Хандан. Все происходит из-за того, что ты молчишь на эту тему, сестра. Сестра, оставь. Пусть дети думают, что их отец был хорошим. Пусть знают так, хотя бы это не хочу забирать у них. Когда мы такие хорошие, плохие совсем наглеют. Этих плохих надо уже останавливать. Как ваши отношения с Феритом? Тебе-то что, Чинар? Мне интересно. Не приходит тебя проверять в последнее время? Или вы поссорились? Ох, терпение мне. Ясемин, я просто пытаюсь пообщаться. Как видишь, долгий путь в лифте. Хочешь, чтобы я беззвучно стоял? По-твоему, как открою дверь? Думаю, в состоянии похмелья в домашней одежде. Поспорим? Чинар. Зарядка закончилась. Будильник не сработал. Сколько мы выпили? Много.
Ферит, отвернешься, мне надо одеться. Оделась? Минутку. Все. Суде, я вижу, что ты выглядываешь. Суде! Я выиграл. Что вы здесь делаете? Нас отправил господин Мехмед. Не смогли связаться с вами. У вас документы Хакана Кая. Мне вечером стало плохо. Лекарства, видимо, сильно подействовали. А ты зачем пришел? Я в роли водителя, можешь не обращать на меня внимания. Но советую напиток Черчилль. Лучшее средство от похмелья. Я говорю, мне было плохо, Чинар. У меня не похмелье. Подождите, я принесу. Минутку. Суде, мне не втерпёшь. Если не сильно некрасиво, могу воспользоваться уборной? Ты тоже заходи. Не стой у дверей. Уборная слева. Тебе же не втерпёшь. Верно. Ты помнишь первое помещение? Разве могу не помнить, сестра? Мне написали на окне портная Хандан. Маленькое было, мы вчетвером с трудом помещались. Да, точно. И это заведение назовем портная Хандан, хорошо? Госпожа Шукран права. Отличное название. О, добро пожаловать, господин Спасибо. Мехмед. Добро пожаловать. Что вы здесь делаете? Если бы не был занят, хотел бы помочь с покраской, но... Хотя бы решил еду принести. Вы проголодались, наверное. Спасибо. Начальница дышать не дает. Я очень проголодалась, но боюсь, что не разрешит. Спасибо, сестра. Сразу сдала меня. Я подготовлю все тогда и чай поставлю. Не сглазить бы. Через 2 дня откроетесь. Думаю, нет смысла терять время. На самом деле, еда — повод. Нам с вами надо поговорить. Ой, к добру ли? Не особо к добру. В офисе серьезная проблема. Мне надо ее решить. Потом снова приеду, решил заранее сообщить. Тогда поговорим спокойно, хорошо? Хорошо. Давайте, прошу, поедим все вместе. Я не смогу остаться, госпожа. Вам приятного аппетита. Почему? Так ведь нельзя. Вы нам как курьер привезли. В течение дня еще раз приеду, тогда и выпью чай. Хорошо тогда. Я вас провожу. Это связано с Амель? Эмель знает про аварию. Что? Я сейчас должен идти. Когда вернусь, спокойно поговорим. Хорошо. Увидимся. Увидимся. Я не жил за границей. Не знаю, как там у вас, но мы здесь ломаем руки, которые касаются любимой. Ну уж нет. Кто с кем? Черт. Думаю, что в этой жизни ничего не удивит. Потом что-то случается, и я снова удивляюсь. Я возьму флешку и приду. Есимин и Чинар тут. Не смей издавать звуки. Что они вдвоем здесь делают? Будь потише.
По-твоему, в этой ситуации странно, что они вдвоем? Не выходи отсюда. Где ночная птичка? Она за флешкой пошла, Чинар. Видно, была жесткая ночь. Что скажешь? Что сказать? Я скажу, нас это не касается. Не будь так уверена. Что это значит? Суде же твой начальник, да? Это может касаться тебя. Я тоже сильно не задержусь. Приму душ и выйду. Хорошо. Ты, кажется, не одна. Не будем тянуть, Чинар. Это знакомый? Чинар. Нет, если это так, поздороваемся. Говорю, чтобы не было стыдно. Как это касается нас, Чинар? Давай пойдем. Но он стеснительный, раз не выходит. Послушай, Ясемин, Чинар. К тому же я не твоя подружка. Веди себя воспитанно. Ты права. Я немного молод, чтобы ты была моей подружкой, верно? Чинар, давай пойдем, прошу. Тебе реально не интересно, кто внутри? Неинтересно, Чинар. И тебе не должно быть. И меня и сюда пристыдил. Она скорее испугалась. Чего ей бояться? Чего бояться? Незамужняя женщина. Нам с тобой, что ли, отвечать будет? Суде, мне очень жаль. Забудем, Ферит. Ты уверена? Ну, мы оба были злы на что-то. Много выпили. Не будем даже говорить об этом, ладно? Такая ночь не была прожита. И я так считаю. Я пойду. Интернет заполнен тем, что вытворил его отец. У него огромная история судимости. Ладно, не знаю, насколько правильно осуждать парня за сделанное отцом. Я этого не понимаю. Парень, сын дяди Хакана, это мафия. А за что еще осуждать? За произведение на литературе? Эко, хватит. Что за мафия с утра пораньше? Потише ты, парень услышит. Эй, извини, извини. Не видел, не видел. Ты так бесишь меня, Эко. Это нормально, из-за моего лица, наверное, я многих бешу. Моего друга отпусти. Что? Как это? Эко, твой друг? Проблема есть. Мы друзья до смерти. Извини. Прошу прощения, брат. Забери тех, кто рядом, и отдались. Чтобы не видел, что беспокоишь друга. Пошлите. Услышали меня? Давайте, отдалитесь! Больше меня не тревожьте! Слушай, взять тебе кофе? Если вы будете пить. Выпьем, не так ли? Выпьем? Друг, мы вошли в мафию. Джавидан, Джавидан. Посмотри, в какую ситуацию ты нас поставила. Разве подобает нам? Очевидна причина нашего сбора здесь. Мы не хотим, чтобы это дело зашло далеко. Причин для необоюдного развода нет. Текст, на основании чего вы могли бы договориться, мы передали адвокатам. Надеюсь, вы прочитали.
Прочитал. Ваш ответ? Это мой ответ, адвокат. Держи. В таком случае нет выбора, кроме как идти в суд. Ваша личная жизнь попадет в прессу, господин Хакан. Станет известно, что вы мужчина, избивающий свою жену. Правда? Вы можете гордиться этим? Этого не знаю. Мехмед, приди в себя. Отчеты по делу страница за страницей попадут в прессу. Ваш сын будет свидетелем. То есть, насилие, которое видела его мама, он захочет услышать еще и в суде. Адвокат! Приди в себя, господин Хакан, успокойтесь. Если не приду, опять обстреляешь мой дом? На этот раз на твоем доме не остановлюсь. Выстрелю в голову, адвокат. Твоей силы хватает только на беззащитных женщин. Я не боюсь ни тебя, ни твоих угроз. Да я тебя убью. Отпусти, отпусти! Тебя никто не спасет. Я убью тебя. Не спасешься тем, что я только обстреляю твой дом. Я тебя убью. Ты угрожал мне среди стольких людей. Совсем не боишься этого? Адвокат, я и тебя, и твою семью убью, чтобы это стало уроком. А потом разорву и скормлю собакам. Ты понял меня? Откажись от этого дела. Дорогая Джерен, можешь найти мне номер Ферита Карахана? Могу найти, господин Чинар. Пожалуйста, дорогая Джерен. Еще и еще, господин Чинар. Хорошо. Алло. Я Чинар, Муслооглу. Что случилось? По поводу счетов за больницу звонишь? Ты скажи, от меня проблем не будет? У меня твое доверенное, жесткий парень. Давай встретимся, поговорим. С тобой мне не о чем говорить, Чинар. Но у меня есть Казанова. Отправлю местоположение, не опаздывай. Казанова? Также наблюдаются бурные события в компании, которая помогает в обучении докторов. В полдень известного Хакана Каю задержали по обвинению в публичных угрозах убийством его жены, адвокату Мехмету Муслооглу. Господин Хакан, Господин вы Хакан! хотите дать объяснение? Вы угрожали Мехмету Муслооглу? Вы Ответьте на правда пару это вопросов. сделали? Господин Хакан, Господин дайте Хакан, какие-то это вы объяснения. обстреляли дом адвоката Мехмета Муслооглу? В результате тщательного расследования наши друзья-репортеры также получили доступ к кадрам, на которых Хакан Кая угрожает адвокату Мехмету Муслооглу. Я и тебя, и твою семью убью, чтобы это стало уроком. А потом разорву и скормлю собакам. Ты понял меня? Откажись от этого дела. Ты не вынуждаешь людей впустую угрожать тебе, Мехмет. Тебя можно бояться. Тогда не будем оставлять свои дела на волю случая. Алло, Йылдырым, найди Яшара и приведи его. Сколько пистолетов у тебя есть? Я не люблю пистолеты, Эко. Человека убивал? Ну уж нет такого. Как будто вам не интересно. Как? Неинтересно. Я против любого проявления насилия. Сын мясника стал веганом. Посмотри-ка на дела Аллаха. Насколько твой отец властный? Зависит от понимания власти. У него много связей? Хочу кое-что спросить. Как по мне, спрашивай то, что хочешь. Моего папу убили.
Прими мои соболезнования. Его сбила машина и уехала. 2 месяца никто ничего не делает. Я вот думаю, может, твой папа поможет мне? Именно, приятель. Осталось только просить помощи у мафии. Браво тебе! А что мне делать, Ако? Я уже сыт по горло, не выдерживаю. В безвыходной ситуации. Мне стыдно так жить. Хорошо, приятель. Вот мы и пришли. Здравствуйте. Здесь так красиво. Я очень рада. Поздравляю, дорогая. Спасибо, сестра Итан. Добро пожаловать. С добром пришли. Ну давай, подари свой подарок. Пусть будет благо заведением. Я вам принесла это. Аминь. Спасибо. Меня зовут Хандан, а тебя? А меня зовут Асия. Какое красивое имя у тебя. Мой папа так назвал. Оно значит, я свет цивилизации. Да, верно. Ладно, Асия. А кем ты станешь, когда вырастешь? Будешь портной, как мы? Я стану модельером и сделаю кучу красивой одежды. Ух ты, кто это фисташка? Мы сошьем, а ты будешь вот так носить. Будет очень красиво, знаешь? Но только я не надеваю некрасивое. Ох, ты слышала, Хандан? Красивая шея, все очень серьезно. Это сестра Шукран, сестра Итан. Здравствуйте. Здравствуйте. О, мой папа. 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 Да я такую удачу. Всегда во всеоружии надо быть. Иди сюда. Это был папа. Клянусь, я видела. Это был мой папа. Дитя, скорее всего, ты ошиблась. Твой папа же в пути. Но я видела папу. Клянусь, я видела своего папу. Дорогая моя единственная. Ее папа дальнобойщик. Конечно, она не часто его видит. Всех, кого видит, называет папой. Она скучает. Ох, как жаль. Но мы уже пойдем. Потом еще придем, ладно? Хорошо, сестра Итан. Хорошо. Хорошего дня. Прощай, Асия. Пока-пока. Пока-пока. Слушаю, Йылдырым. Где ты, Яшар? С тобой хочет увидеться госпожа Эмель. Отправь местоположение. Я в центре событий, и за мной кричит медведь. Доволен? Подойдет? Подойдет. Раз у меня не может быть ребенка, то вот бы во мне не было такой любви к детям. Тогда было бы легче смириться. У тебя и так есть 3 детей. И ты знаешь, как каждый из них тебя любит. Да, это так, но... Но ты же поняла. Иди сюда. Надеюсь, не пришел не вовремя. Разве может быть такое? Прошу. Сестра, нам надо кое о чем поговорить с господином Мехметом. Я ненадолго, ладно? Хорошо. Да и я уже закончила там. Соберу здесь все. Вы идите. Потом, когда вернетесь, угости Мехмета чаем. Спасибо. Посмотри-ка на это. Мафия же не правила миром. Мальчик сразу пришел, закрылся в столовой. Но он приятный парень. Моя подруга и я, которая не терплю уродливых парней.
А Эко не смог оторвать от тебя глаз. Я его глаз оторву. Ну да ладно. Кто эти девочки? Та кудрявая наша сестра, близняшка Рюзгара. А вторая моя невеста. Эко, это что, турецкий фильм, который показывают в древнее время? Что значит невеста? Людям легче подружиться, когда они едят. Читал в исследовании. Вы читали? Кто проводил это исследование? Мафия, которую мы знаем? Кажется, лимит этого слова превышен, Эко. Что только что там было пережито? Я пригласил на обед вашу сестру и невесту, и они согласились. Как? Когда? Куда? Очень хорошо, Эко. Если еще немного постараешься, то получится. Я говорил свою самую любимую фразу. Что за фраза? Мы ломаем школу. Господин Мехмед, вы уже 5 минут молчите. У вашего мужа были отношения с Эмель? Что за вопрос, господин Мехмед? Эмель получает свою силу от наших секретов, госпожа Хандан. Когда я спросил, какая у вас проблема с Эмель, вы сказали, что вам стыдно. Я соединил эти части. Я не очень поняла этот вопрос. Можете рассказать мне? Эмель знает, что я врезался в вашего мужа. И знает, что вы знаете об этом. У нее есть видеозапись. У нее есть видеозапись? Да. Откуда она попала к ней? Я не знаю откуда, но она поиграла с кадрами. То есть, нет момента, в котором ваш муж бросается под машину. То есть так, получается более драматично. Еще и не стыдиться этого. Конечно, она угрожала вам. Что захотела взамен? То есть, господин Мехмед, вы же сказали, эта женщина получает свою силу от секретов, которые мы храним друг от друга. Она бы обязательно что-то попросила. У нее со мной нет проблем. Хочет показать свою силу. Хорошо. Что она захотела? Захотела унизить меня. То есть, сняла номер в отеле. Хорошо, я поняла. Этого достаточно. Я дал ей необходимый ответ. Не переживайте. Вы смогли дать ответ, который в свое время не смог дать мой муж. Мне очень жаль, Хандан. Мне очень жаль за все, что ты пережила. Но если тронет тебя или твою семью, перед ней буду стоять я. Поверь мне. Я верю, Мехмед. Это видео снял ты, это известно. Да? Но какое там качество видео? Ну просто Full HD. Кому ты давал это видео до того, как пришел ко мне? Я никому не давал. Я как слегка поддержанный автомобиль. Я стою за своим товаром. Заткнись. У меня нет времени, которое я могу выделить на твою болтовню. Да у меня. Кому еще ты давал это видео? Ну, я сейчас подумал. Возможно, я мог дать его еще одному человеку.
Кто это? Эфе. Парень по имени Эфе. Как я думал, мы очень хорошо поладим, но потом я понял, что это не так. Ну, он же человек. Иногда приносит вред, иногда добро. Ты принесешь мне эту копию. Он же не отдаст, упрямый как баран. Это не моя проблема, ты принесешь мне эту копию. Не должно быть ни одной записи, на которой видно, что Джаляль совершил самоубийство. Ты меня понимаешь? Я понял. Конечно. Я хорошо понимаю людей. 20 лет каждое утро ем грецкие орехи. Я даже могу назвать всю историю без замедления, правда? Яшар, вставай и шагай. Хорошего дня, госпожа Эмель. Это арендованный дом? Я застала их в номере отеля, и оказалось, у них были 7-летние отношения. Остальное ты знаешь. Я думал, как отец мог совершить самоубийство, бросив 3 детей. В этом была его причина. Ему было стыдно. Что мы будем делать? Нам нужно рассказать все детям. Мы противостоим человеку, который не знает, что такое мораль. Она сделает все, чтобы причинить нам боль. Нам нужно действовать быстрее. У Джаляля было последнее желание, чтобы дети не узнали. Он умер, твердя об этом. Не знаю, должны ли мы исполнить его последнее желание, но уверен, что мы должны все рассказать. Если бы не настолько горько. Правда сначала причинит боль, но потом сделает нас свободными. Она не будет жалеть наших детей. Нам нужно быть быстрее ее. Сестра говорит то же самое. Мне кажется, вы оба правы. Я не хотела, чтобы дети расстраивались из-за этого. Но, видимо, время им рассказать. Вы... Мы же договорились, вы опустить. Верно. Я хотела спросить у тебя кое-что. Кто снял то видео? И почему он не отнес это в полицию? Или не принес тебе и отнес Эмель? Если мы поймем, кому это выгодно, у нас будет возможность найти оригинальное видео. Верно. Хорошей работы. Добро пожаловать. Могу купить этот цветок? Конечно. Сколько с меня? Прошу, 300. Прошу. Легкой работы. Спасибо. Пусть принесет счастье. Поставишь в магазин. Спасибо. Ты знаешь все обо мне, но я не знаю ничего о тебе. Справишься со всеми проблемами, я тебе расскажу свою историю. Нам же нужно купить еще вазу для цветов. Можно. Ну, что такое? Ты уронил. Подумал, приносит удачу, решил принести. Ты это в офисе нашел? Не помнишь даже, где снял его, что ли? В ванной суде. Ты сказал, Есемин? Нет. Потому что ей скажешь ты. Она заслуживает лучшего, чем ты. Это ты про себя? Ты испортил отношения. Не вини никого. Суде, значит?
Насилие не решение проблемы. Тебе в этом возрасте нужно было это уже узнать. Я не знаю как, но ты должен рассказать все Есемин. Иначе я расскажу. Я не позволю обманывать Есемин. Проходи. Здравствуйте, госпожа Суде. Извините за произошедшее утром. Мне за Чинара стыдно. Это проблема парней. Не могут вырасти. Вы в порядке? Утром немного выглядело плохо. Мне лучше. Чинар мне даже помог. Я собралась. Хорошо, хотя бы в чем-то помог. Будь осторожна. Мужчины мыслоугла обладают странным обаянием. Потеряешь себя и даже не поймешь, как это случилось. Я люблю Ферита. То есть, мне нет дела до их обаяния. Он тоже тебя любит. Все время говорит о тебе. Я пойду. Слушаю, Ферит. Суде. Чинар знает, что я был у тебя. Приходи в кафе рядом с офисом. Будь все проклято. Чинар сейчас пойдет и расскажет все Мехмету. Почему господин Чинар не попросил у тебя номер Ферита? Вы поссорились? А зачем ему номер? Не знаю, ничего не сказал. Ладно, спасибо. Ты звонил Фериту? Ты не переживаешь о нем, а я скучал по своему другу. Немного поговорили. Оставь ребячество. О чем говорили? Скажи мне. Это не я должен говорить, Есемин. Он скоро сам все расскажет. Господин Атэш, все уже готово. Не заставляй долго ждать, мы очень голодные. Не переживайте, прошу. Подруга, здесь что-то не то. Может, это ловушка? Кто будет нам ловушку устраивать, Эко? Не глупи. Не говори так, не говори. У меня куча вопросов. Принесите все, сейчас. Атэш, можем поговорить сегодня с твоим отцом? Сначала я. Он не любит, когда его ставят перед фактом. Не задерживайся, хорошо? Это очень важно для меня. Не переживай, скоро все сделаю. Спасибо. Он закрыл ресторан. Теперь мне кажется красивее, да? Но знаешь как? Немного. Ну что, садимся? Вы почему пришли? Мы тоже приглашены, Рюзгар. Было бы некрасиво отказываться. Аллах, Аллах, Бериджик с нами не садилась, я поэтому спросил. Я решила дать вам шанс. Нельзя? Не хотите меня? Здесь свободно, можешь сесть. Эко. Нет. Спасибо. Между вами сильное электричество, вы встречаетесь? Да. Нет. Нет. Вы противоречите друг другу. Может, поедим? Где еда? Еда! Сейчас принесут. Ты в самом деле закрыл заведение? Подумал, что так будет удобнее. Хорошо подумал. Тебе нужно заткнуть Чинара, Суде. Есемин не должна ничего узнать. Думаешь, я сейчас из-за Есемин переживаю, Ферит? Ты думаешь, он отцу не расскажет? А мне-то до него что? Верно, тебе-то что до него. Вы... Понятно. Все, не затягивай, Ферит. Не буду. Я-то не буду. А что будем делать с Чинаром?
Нам нужно ему помешать. Должно быть что-то против него. Не у всех темное прошлое, как у тебя. Ты сейчас меня шантажируешь, Суде? Ты делаешь мне больно. Отпусти, Ферит. Ферит, отпусти мою руку, ты делаешь мне больно. Что ты делала с этим мужчиной? Ты же говорила, что не видишься с ним! Я с ним не виделась. Это все совпадение, я рассказывала. Айше, не ври мне! Я не вру, отпусти мою руку. Не ври мне! Отпусти мою руку, ты делаешь мне больно. Отпусти, отпусти, отпусти. Говори правду! Ты пьешь лекарства? Я не могу потерять Есемин. Она моя судьба, Суде. И я не позволю Чинару все разрушить. Мы оба знаем, что твоя мать не примет эту девушку. Не обманывай себя. Знаешь, что она сказала о ней? Не буду отбирать у ребенка игрушку. Пусть еще немного поиграет. То есть для твоей мамы вот что значит Ясемин. Игрушка. Мне не важно, что думает мама. Я люблю Есемин. Тогда нужно было показать ей это. Озвучено студией Алиса Дирилиш. То видео, которое я тебе дал. С добром пришел, Яшар? Ладно, добро пожаловать. То видео, которое я тебе дал. Ты снова об этом? Эта тема закрыта, брат, ясно? Сколько денег ты хочешь? А что, в кинотеатре покажешь? Смотри. Мне нужно их уничтожить. Погоди-ка. Ты купишь у меня видео, которое отдал мне бесплатно, и уничтожишь? Ты меня так не обманешь, Яшар. Придумай что-то другое. Не нужно было о деньгах говорить. Смотри. Все очень серьезно, понятно? Я серьезно. Все не так просто, это не шутка. Ультра серьезно. Очень серьезно. Мне нужно уничтожить его, Эфе. Я удалю, хорошо, не переживай. Тогда я тоже буду рядом. Может, еще и нотариуса позовем, Яшар? Для гарантии, а? Да я твою непонятливость! Он же не скажет, чтобы мы все заплатили за себя, приятель? Ты забывал иногда дышать, когда ела, Ко. Когда я вижу еду, я ее ем. Когда вижу, что меня будут бить, убегаю. Я все-таки человек принципов. Ты часто сюда приходишь? Это твое любимое место? Папа чаще приходит, не я. Я поняла. Почему наша школа? Мне понравились ваши символы. Очень смешно. Не переходи грань. Да я тебя убью. Отпусти, отпусти! Тебя никто не спасет, я убью тебя. Не спасешься тем, что я только обстреляю твой дом. Я тебя убью. Ты угрожал мне среди стольких людей. Совсем не боишься этого? Это твой отец? Я тебя убью, а потом разорву и скормлю собакам. Именно он. Tehdit ettiği o kişi de benim babam. На этом конец, как я понимаю. Смотри, Этаж. Больше не разговаривай с нами. Ты слышал? И скажи своему отцу, если с моим папой что-то случится, я найду его и сама убью. Теперь понимаешь меня? Понимаешь, почему я ищу убийцу отца?
Пойдем, Эко. Возьми это. Остальное отдам потом. Сейчас с собой столько. Эко, пойдем. Я подожгу десерт, Рюзгар. Ты так благодаришь дядю Мехмета? Он столько сделал для нас. Будешь сидеть с теми, кто ему угрожает? Вставай, уходим. Извини, Атеш. Увидимся в школе. Увидимся, еще говорит. Дога! Дога! Рюзгар, ну стой. Прошу, давай поговорим. Стой. Подожди, пожалуйста. Нельзя так повернуться и уйти. Ты выслушаешь меня? Просить помощи у отца нормально? Закрыть заведение с помощью отца нормально? Но когда приходят такие новости, мы уходим. Таков мой отец. Всегда был таким. Но я не сын своего отца. Если б был его сыном, не поддержал бы маму при разводе. Твой отец наш адвокат. Ты в курсе вообще? Твой отец на нашей стороне. Но, видимо, ты не дочь своего отца. Он будто стих рассказал. Приятель, он правда красиво говорит. У меня аж мурашки побежали. На этом все, я уже пойду. Идем. Мы с Бериджик немного пройдемся, и я приду домой. Только не задерживайся. Рюзгар, я позвоню отцу, я очень переживаю. Хорошо. Алло, папа, где ты? Этот вопрос обычно родители задают. Когда родителям угрожает мафия, дети тоже могут спросить, где ты, папа? Покупаю вазу. Упаковка не нужна, спасибо. Папа, ты издеваешься? Какая еще ваза? Что ты будешь делать с вазой? Обычно в них ставят цветы. Папа, не пытайся меня успокоить. Этот мужчина сказал ужасные вещи, я очень испугалась. Собаки лают, караван идет. Я столько плачу в школе, вас там ничему не учат? Спасибо. Папа, ты в порядке? Где ты? Давай я к тебе приду, я очень волнуюсь. Я тебя сейчас заберу у школы, хорошо? Это... Только вот... Я сейчас не в школе. Последние уроки отменили, и мы с друзьями пошли немного погулять. Я позвоню, когда закончу работу, и заберу тебя. Постой. Перед тем, как выключишь, можешь сказать, что все хорошо? Дорогая, все хорошо. Не переживай. Ты мне не доверяешь, что ли? Больше всего доверяю тебе. Я тебя очень люблю, папа. Я тебя больше. Давай, пока. Хорошего дня, легкой работы. Благодарю вас. Я поговорила с папой. Его голос звучал хорошо. Ну или он так говорил, чтобы меня успокоить. Узнаю при встрече. Послушай, Рюзгар, ты пойдешь со мной? Да, конечно. Но сначала я хочу снять деньги, а то ни копейки в кармане. Найдем по дороге. Вы не голодны? Может, поедим что-то? Эко. Не поедим? Откуда записи? Дога сбежала. Я ее знаю. И где она? Сгорела, исчезла, в пепел превратилась. Сынок, ты мазохист, что ли? Тебе нравится, когда тебя бьют? Почему он так спокойно говорит, а? Йылдырым, что? Магазин открыт. Какой магазин? Этот магазин. Эфе, сынок, что ты делаешь? Ты за это ответишь, Яшар! Что я сделал-то? Сказал же, что уберем записи. С тобой еще увидимся. Я не вижу. О, Всевышний, мои глаза.
Помой глаза этим. Яшар, я еще не видел такого балабола, как ты. С такими глазами и не сможешь увидеть. Ты знаешь, где его искать? Знаю, знаю. Двухкомнатная квартира. Я-то знаю, но говорят, что скоро все может измениться. Но кто знает, когда это будет. Я умру и так и останусь в этих горах. Но если есть деньги, можно купить домик. Но так быстро не жди. Сейчас купим. А потом уже... Яшар, заткнись, прошу тебя. Не вижу. Алло. Подготовь людей и жди от меня вестей. Вы нашли человека, Илдерым? Мы следим за ним, госпожа, но записи еще не получили. Не разочаровывай меня, пожалуйста, хорошо? У вас 5 минут. Не задерживайтесь. Видите ли, льва в клетке всегда грустно. После того, скольких людей вы сюда завели, вы ведь не будете рассказывать мне тут про львов? И в чем было ваше срочное дело? У нас есть одна общая проблема. А у вас есть решение? Почему вы тут? Небольшое недопонимание. Недопонимание, созданное Мехметом, так? Вы знали покойного? Говорят ведь, серьезные мужчины ужасно шутят. Я говорю, каким вы знали покойного? И я думаю, если бы знала хорошо, не благословила бы. Хандан, нужно починить дверцу шкафа. Она шатается. Сестра, решим завтра. Чего спешить? Лучше сразу сделать. Я сейчас приду, ладно? Как ты быстро, сестра. Пришло время расплаты, Хандан. Посмотрим, сможешь ли ты шить без глаз. Ты ответишь! Иди сюда! Нет меня! Иди сюда! Отойди! Бесчестный! Твоей Мехмед, силы хватает только для женщин? стой, ты убьешь его! Не делай, не делай! Оставь его, не делай! Не делай! Постой, постой! Стой! Я тебя найду! Перед законом ответишь! Не надо было его бить. Зачем ты вернулся? Я купил вазу для цветов. Принес ее.
Кажется, нужна будет еще одна. У тебя рука в крови. Неважно. Неважно. Как это не важно? Что случилось, Хандан? Господин Мехмед, ваша рука. Я пойду в аптеку. Нет, неважно, не утруждайтесь. Хотя бы лед нужен. Лед есть. Я сейчас принесу. Минус нахождения тут. Не могу ничего предложить гостю. Предложите, когда выйдете. Говоря о Мехмете, чего именно вы от меня хотите? Подружиться. Только это. Отношение к другу и врагу очевидно. И что это будет за дружба? Сегодня я сведу счеты с Мехметом. Но если вдруг все пойдет не так, как надо, было бы хорошо иметь друга, на которого можно положиться. В зависимости от этого, когда вы выйдете, я также вам помогу или не помогу. По-вашему, ваша дружба мной заслужена? Вы этого ответа хотите? Именно. Да я вас и вашу дверь. А что мы ищем? Я ведь даже не понял, что мы ищем. Любой гаджет, Яшар. Телефон, ноутбук, флешка, жесткий диск. Жесткий диск — это важно. Жесткий диск, ведь в каждом доме бывает. Сломаем дверь и возьмем этот жесткий диск. Диск? Ты же не знаешь, что такое жесткий диск, да? Нет, не знаю. О, Всевышний, помоги. Больно? Надеюсь, перелома нет. Да нет, конечно. Нет, как он нашел это место? Мы ведь только открылись. Наверное, Зайтан проследил. Я завтра получу запрет на приближение, не переживайте. Больше не побеспокоит. После сегодняшних ударов не думаю, что в ближайшее время он выйдет из норы. Если у вас есть время, давайте посидим в одном месте. Я поговорю с Дугой по дороге, и она придет. Можно? Вы идите, сестренка. Я тут все закрою и пойду домой. Если вы свободны, идемте с нами. В другой раз. Ты уверена, сестра? Да, конечно. Тогда я возьму сумку и приду.
Смотрите, пошло на пользу. Отек ушел. Ну, вы столько льда приложили. Рука заморозилась, не чувствую уже. Если бы ты сегодня не вернулся туда из-за вазы, я сейчас могла быть совершенно в другом месте. Жизнь продолжается благодаря небольшим чудесам и храбрым поступкам. Верно. К слову, как у вас отношения с Догой? Вы в порядке? В полном. То есть, она переживает за меня, волнуется, часто говорит, что очень любит меня. А это еще одно чудо жизни для меня. Я очень рада. Если мы не сможем найти оригинал этого видео, завтра тебя могут задержать, а ты весь день возился со мной. Я ни на что не жалуюсь. Доволен своим состоянием. Интересно, я сильно надавила на Аташи? Будто он был прав. Что скажешь? Алло? Рюзгар. Это сестра Эмиль. Послушай. Я нашла видео, где показан убийца твоего отца. Не смей никому ничего говорить. Приезжай ко мне домой. Кто это был? Рюзгар? Я здесь, господин Рюзгар. Что случилось? Кто это? У тебя есть деньги на такси? Я завтра отдам. Мы ведь к папе шли, и твоя мама там. Мы уже очень близко. Ты в курсе, Рюзгар? Ты иди, у меня появилось другое дело. Передавай привет дяде Мехмету. Скажи, что я горжусь им за то, что он борется с такими людьми, хорошо? Хорошо. Конечно, скажу, но ты... С кем ты говорил, Рюзгар? Внезапно перешел в состояние транса. Что случилось? Вот бы мы были знакомы еще раньше, Дога. Наши папы бы очень поладили. Два честных человека. Но моего папы нет в живых, к сожалению. Его отняли у меня. Рюзгар, с кем ты говорил? Придумай для мамы какую-нибудь отговорку. Не заставляй ее волноваться. Хорошо? Хорошо. Будь осторожен. Аллах, Аллах. Начальник, мы останемся на ночную смену? Что ты говоришь? Говорю, нам еще долго ждать? Будем ждать, сколько потребуется, Яшар. Вот, смотри. Наконец-то показался твой. Сказать тебе кое-что? Эфе, которого я знаю, ни за что не останется в этом доме. Он умный парень. Всегда думает наперед. Раз так любишь его, оформи опекунство, Яшар. Подожди, что ты делаешь? Что снова случилось? Он пойдет по той дороге, потом начнем следить. Если поторопимся, не сможем заставить его говорить. Яшар, не смей потерять его из виду. Яшар, быстрее!
Плевал я на то, как ты водишь, Яшар. Беги, беги! Стой! Иди сюда! Яшар, беги! Иди сюда, иди! Время расчета, дорогой! Это... Ты кто такой? Я Ахмед. Какой Ахмед? Он точно по той дороге пойдет, не сможем заставить его говорить. Не так ли, Илдером? Скажу тебе кое-что, ты прекрасно разбираешься в этих делах. Молодец. Это те люди сделали это? Какие люди? Ты, кажется, не рассказал тете Хандан о случившемся, папа. Нечего преувеличивать. Лучше не наводи суету. Убью и тебя, и твою семью, чтобы это стало для всех примером. Потом скормлю собакам. Понял меня? Откажись от этого дела. Нечего преувеличивать, папа? По-твоему, это нормально? Ты осознаешь, как сильно я испугалась? Почему ты не рассказал? Не было возможности. У нас было много дел, сама знаешь. Верно. Где Рюзгар? Он отстает? Это... Рюзгар оставил меня одну, к сожалению. Оставил одну? Почему? Куда он пошел? В школе есть девочка, которая нравится Рюзгару. Он отправил меня, когда увидел ее. В школе есть девочка, которая нравится Рюзгару? Вы не сможете узнать от меня ничего. Я хорошо храню секрет, это видно. Папа, что с твоей рукой? Это... врезался в дверь. Кажется, ты несколько раз подряд врезался в дверь, папа. Потому что такого не бывает от одного удара. Дверь хоть в порядке? Она жива? Это здесь, брат. Добро пожаловать. Прошу. То, что вы сказали, правда? К сожалению. К сожалению? Вы нашли убийцу моего папы. Почему к сожалению? Вот бы все было так легко, Рюзгар. Можете мне показать видео? Сначала садись. Поговорим немного. Я уже много говорил об этом. Пришло время перейти к действиям. Кто убил моего отца? Расскажите уже. Ответь, господин Мехмед, ответь! Я тут мучаюсь ради тебя. Кто это звонит, папа? Неважный человек.
Нас скоро продырявят, а господин не отвечает на звонки. О, Аллах, какой сумасшедший день. Садись, пожалуйста, Рюзгар. Смотри, если бы это было легко перенести, я бы и так тебе не говорила. Сразу пошла бы в полицию. Не нужно. Покажите видео, прошу. Вы затягиваете, чтобы не показывать видео с того момента, как я пришел. Можете уже показать? Прошу. Прошу, можете показать? Хорошо. Это машина дяди Мехмета. Теперь ты понял, почему я сказала «к сожалению». Нет, нет. Разве это может быть дядя Мехмет? Быть не может, он не убийца, не глупите. Это не может быть он, не глупите! Разве он может быть убийцей? Это не может быть он! Не может быть! Нет! Нет! Не глупите! У меня душа горит! Душа горит! Есть еще одна страшная сторона этого дела. Твоя мама это знает. Вы лжете. Вы лжете! Вы мне лжете! Она бы сказала, с чего бы ей не говорить! С чего бы маме не говорить! Вы лжете! Твоя мама отвезла вас в дом к дяде Мехмету. Вспомни. Она сказала, расскажет вам правду о Мехмете. Вспомни. Теперь вы все узнаете правду о господине Мехмете. Мама знала. Мама знала. Мама знала. Мама знала. Мама знала. Отныне решение за тобой, Рюзгар. Если хочешь, вместе пойдем в полицию. Никакой Если полиции. Никакой полиции. Спасибо. Вы сделали то, что не сделал никто. Нашли убийцу. Но остальное теперь за мной. Люди, которых я наняла, 2 месяца искали след. Я не стала тебе говорить. Вдруг они ничего не найдут, и ты расстроишься. А потом они нашли это видео. Я много думала, говорить тебе или нет. Но у тебя есть право знать это. Потому что каждый мужчина имеет право отомстить за отца. Шах и мат.
Почему он не отдает записи? Какая выгода от этого? Я тебе не сказал это? Что, Яшар? Наша Фэй, дочка господина Мехмета, неразлучны. Они как брат и сестра. Не отдает, чтобы девочку защитить. А сейчас записи везет Мехмету, наверное. Не бей голову, не бей. Снова что-то случится. Тупой Яшар! Госпожа Эмель уже показала записи. Молись, Яшар, чтобы это дело закончилось, пока записи не дошли до Мехмета. Или завтра к обеду за тебя молитву будут читать, понял? Аллах, я с ума сойду, с ума сойду, Яшар. Слушай, Рюзгар, мне нужен пистолет взять. Сможешь найти? Хорошо, с фаршем или с сыром? Что за глупости ты говоришь? Это ты что за глупости говоришь? Аллах, Аллах. Приходи, я в мастерской. Здесь поговорим. Посмотрим, в чем проблема. С пистолетом легко. Что здесь происходит? Мы взялись за дело цветочного магазина? Это сюрприз Ферита. Он и у меня помощи попросил. Я держала Есемин подальше от кабинета. Так люблю такие романтические жесты. Интересно, что он натворил, что так себя ведет, да? Сумасшедшие вопросы приходят. Не думай так плохо, Чинар. Парень любит девушку. Любящий человек показывает это. Ты тоже можешь у Ферита взять пару уроков. Мне его уроки не нужны. Ферит? Разве это все не слишком? Ты заслуживаешь всего лучшего, любимая. Я могу говорить, любимая? И что это сейчас? Захотелось. Других причин нет, так? Возможно, есть другая причина. Решил напомнить и себе, и тебе, как сильно я тебя люблю. Очень логичная причина. Мы сильно напряглись из-за меня. Впредь не повторится. Я обещаю не глупить. Пока ты не возьмешь меня за руку и силой не посадишь за стол бракосочетания, ни слова про брак. Обещаю. Ладно, стой, стой. Подожди. Алло! Сообщи, госпожа Эмель. Рюзгар позвонил мне. Попросил у меня пистолет. Встретимся, чтобы, если не затруднит, и мне уж планы рассказали. Хорошо, давай, скинь локацию, жду тебя. Давай, хорошо, приеду туда. Ферит. Я давал тебе шанс, но тут уже конец. Я не могу потерять Есемин из-за глупой ошибки. Она очень дорога для меня. Глупая ошибка? Перейти дорогу на красный — глупая ошибка. Но не спать с подругой мамы из-за того, что много выпил. Это была ошибка, пойми же. Ты не совершал в жизни ошибок? Да и тебе что до нас? Если положил глаз на Есемин, это другое, конечно. Ферит, рыпающийся в болоте. Не пытайся меня затянуть. Не надо, Чинар. Потом сильно пожалеешь. Сначала умолял, теперь угрожаешь? Ты не заслуживаешь, Есемин. Развлекайтесь, суды. Нам надо поговорить. Хорошо, поговорим. Ферит переспал с Суде, правда? Ты подслушиваешь за дверью? Вы были не в кабинете. Не было никакой двери. Если будете говорить посреди фирмы, так и получится. Что ты хочешь?
Ты не можешь сказать об этом, Ясемин. Пусть продолжают принимать девушку за дуру? Пусть не продолжают, конечно. Но это не твое дело. Ферит изменяет Ясемин, смотря прямо в глаза. Ждешь, что я буду молчать об этом? Как она продолжит работу здесь, если ты ей скажешь? Ей нужна работа. Она не от большого удовольствия все время здесь проводит. Пусть продолжает верить в ложь этого дурака? Еще найдет работу. Этот дурак сам сдаст тебя через некоторое время. Ты не вмешивайся. Извини, Элюль. Как жаль, но я не могу. Тебе нравится Ясемин? Ты приготовил мне ужин, чтобы заставлять ей ревновать? Если ты меня использовал, то ничем не отличаешься от Ферита. Иди и рассказывай теперь. Смотри, не провали это дело, Яшар. Не забывай, если провалишь, Мехмед и тебя начнет преследовать. Госпожа Эмель, но Рюзгар парень, который никогда не брал в руки пистолет. Из-за того, что он не сможет попасть в цель, почему я попадаю под стрелу? Это не глупо? Что будем делать, Яшар? Отправим Рюзгара на месячное обучение? Завтра утром это дело будет завершено. Ладно, хорошо. Хорошо. Все-таки это пистолет, все и так очевидно. Я решу. Зять потом даст ускоренный урок. Все закончится. К тому же я очень хороший учитель, правда? Скольких людей я водить научил до сегодняшнего дня? Сколько людей благодарны? Спрошу кое-что, Яшар. Бывает такое, что ты не растягиваешь каждую тему без надобности? Госпожа Эмель, вы извините. Вы улучшаете мое качество жизни, поэтому я растягиваю слово. В моем окружении нет людей такого уровня. Что будешь делать завтра? Повтори. Как это повторить? Буду повторять, как школьник, который встал, отвечать? Я сказала, повтори. Хорошо. Утром рано встану, возьму Рюзгара, по дороге заставлю позвонить Мехмету, заставлю позвать его в назначенное место, отвезу Рюзгара в это место, за ним приедет Мехмет, вот и дело в шляпе. Дело закончится. Я упакую Рюзгара, уедем оттуда, вот так. Я не хочу никаких ошибок. Госпожа Эмель, совершенство и отсутствие ошибок – мой слоган по жизни! Проходи, садись. Итак, пистолет здесь. Вытащу магазин, чтобы не было недоразумений. Итак, рассказывай, что случилось? Я нашел убийцу отца. Он был у нас перед глазами. Как был перед глазами? Кто? Мехмет Муслоглу. Что? Нет, не глупи. Такое невозможно. Человек с похорон под носом у всей семьи. Разве такое возможно, ради Аллаха? Тебя обманули. Я видел видео, зять. Папа лежал на земле. Даже из машины не вышел, взял и уехал. Ты серьезно, сынок? Ты посмотри на мерзавца. И правда. Кому мы будем доверять? В нашем окружении одни шакалы. Мы идем в полицию, мы заявим на этого типа. Давай, не будем терять время. Если я собирался в полицию, зачем к тебе пришел? Парень, оставь, дьявол обманет. Он столько месяцев лгал мне. Был рядом, будто проявлял отцовство, чтобы спасти себя. Но я заставлю его заплатить. Он заплатит. Ты иди, дочка, я сейчас приду. Хорошо. Слушаю. Слава Аллаху! Где ты? Сколько я звоню? Почему не отвечаешь? Дога же рядом.
Поэтому могу не отвечать. Понял? У меня есть видео. Какое видео? Видео с самоубийством отца Рюзгара. Где ты сейчас? Я принесу. Кто-то возится с тобой, очевидно. Спокойно расскажу, когда приду. Где ты? Я дома, приходи. Хорошо, иду. Иду. Оставь это мне. Хорошо? Я решу. Он мой свояк. Столько лет был. Столько лет знали друг друга. Я решу. Зять, я решу. Я сам лично убью этого человека. Давай, отдай пули, не тяни больше. Ох, Рюзгар, ох. Ясно, что я не смогу отговорить тебя. Сделай ты. Сделай. Но делай по правилам, хорошо? Это убийство. Его возвысят, а на тебя повесят огромное наказание и посадят в тюрьму. А что будет с семьей? С мамой и сестрами что будет? Они в тебе нуждаются. Воспользуйся разумом, сынок. Что тогда делать? Сделаем так. Ты завтра утром звонишь этому типу. Позовешь на адрес, который я тебе дам, ладно? Там бесшумно решишь это дело. И уйдем оттуда. Я не смогу ждать еще день, я с ума сойду! Да что значит не сможешь ждать? Говоришь, не можешь ждать, я пойду и сообщу в полицию. Понял? Будешь ждать. Я на тебя заявлю. Как? Я отвечу на том свете перед твоим отцом за это. Будешь ждать. Терпение, всего одна ночь. Терпение. Лев мой, терпение, хорошо? Завтра утром приеду и заберу тебя из дома. До этого времени пистолет будет у меня. Хорошо? Договорились? Договорились. Давай. Давай, родной, пошли. Идем. Давай. Не смей переживать. Вместе решим, хорошо? Успокойся. Давай, будь осторожнее. Госпожа Эмель, как вы? Хорошо. Значит так. Получилось так, как вы и думали. Вы бы видели Рюзгара. Парень как бомба, готовая ко взрыву. Клянусь, с трудом успокоил. Не удивлюсь, если он этой ночью решит самовольно что-то сделать. Не смей провалить это дело. Ты меня понял, Яшар? Конечно, если дело останется мне, не провалится. Есть вести от Афе? Люди дяди Хакана начали искать Афе. С одной стороны они, с другой стороны мы. Ищем во всех дырах Стамбула. Смотри, Яшар. Если этот парень доберется до Мехмета, то Йылдырым доберется до тебя. Не забывай этого. Мы прошли через сложный путь, но справились, малышка. Эй! Отпусти! Кто вы такие? Отпусти! Эй! İçimde bir şey kanıyor, keskin bir vedanın yarası sızlıyor yüzüm. Ты видишь мужчину, который здесь лежит? Это мой папа, лежащий здесь, Джиляль Чакыр. Не смей больше никогда говорить это! Kayboluyor kalbimde bir yerde bir orman yanıyor. Bıraktığın şarkılar sahipsiz susuyor. Şiirler hep dargın, dualar şifasız. Ömrüm У вас когда-нибудь умирал отец? bir cümle
У меня один раз умер. Я ослеп. Kalbindeki samanla yana 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 kül olur kalbindeki samanla yana 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 yana. Сынок, иди-ка сюда. Это тебе. Да ты же... Король, да? Ты настоящий мужчина! Ура! Kül olur kalbindeki samanla yana 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 yana. Где мой папа, дядя Мехмед? Джеляль Чакыр. Вот так, детка. Фото Джеляль, фото Джеляль. Прошу, посмотрите. Всегда буду хранить эту фотографию у себя. Потому что человек хочет, чтобы его любимые всегда были рядом. Я сегодня мог потерять Есемин, знаешь? Причем из-за тебя. Ты же свела меня с ума. Нарушила все мое равновесие. Твоя вина. Ты кто такой? Кто ты такой? Кто ты? Кто ты, скажи? Ты не мой сын, это понятно. Но кто ты такой? Говори! Вот бы я не отвозила тебя к тем терапевтам. Вот бы ты не принимала эти лекарства. У тебя внутри все опустело. Они лишили тебя возможности быть собой. Нет, тетя Хандан вот такая мама. Нет, Есемин такая мама. Нет, что ты мне делаешь, мама? Это все твоя вина, хватит! Приди в себя! Либо приди в себя, либо уходи из этого дома. Делай, что вздумается. Мне уже надоел этот наркоман Ферит. Ты меня слышишь? Мне надоело. Тот Ферит причиняет вред людям. Ты тоже это знаешь. Это была не твоя вина. Это был несчастный случай. Это была не твоя вина. Это был просто несчастный случай. Сынок, это просто несчастный случай. Это не твоя вина. Не бойся. Ты ни в чем не виноват, сынок. Не бойся, не бойся. Сынок, успокойся. Успокойся, я здесь. Я рядом. Я все улажу. Не бойся. Это просто несчастный случай. Несчастный случай. Послушай, я все улажу. Я улажу. Я здесь, сынок. Я здесь, хорошо? Хорошо? Не бойся. Успокойся, успокойся. Успокойся. Успокойся, не бойся, сынок. Не бойся, хорошо? Успокойся. Успокойся, сынок. Успокойся. Я хочу старого Ферита обратно. Ты меня слышишь? Я хочу того человека с огнем в глазах. Ни один лев не расстраивается из-за газели, которую он поймал. Ты хочешь Есемин? Возьми ее за руку и забери. Но не унижайся, умоляя. Не унижайся. Будь немного мужчиной. Возьми то, что твое по праву. А если кто-то мешает, растопчи его голову. А если не можешь этого сделать,
то перестань приходить ко мне и хныкать. Хватит. Я была создана для того, чтобы бегать, а не для того, чтобы отбирать мяч. Вероятность успеха операции 15%. Я хочу сделать эту операцию. Прошу, давайте уладим необходимые процедуры. Кто эта девушка, которая до такого времени не пускает тебя домой? Дога рассказала. Тебе нравится какая-то девушка в школе? Ты с ней гулял. Она мне соврала? Рюзгар? Аллах, Аллах. Кому я говорю? Ладно, я не хочу, чтобы ты завтра утром ушел в школу, Рюзгар. И твои сестры не пойдут. Есть вещи, о которых мне надо с вами поговорить. Важные вещи. Когда ты в последний раз так говорила, мы пошли домой к Доге. За этим ничего не вышло, но... Ты меня понял? Понял. Хорошо. Я понял, мама. Не переживай, я все понял. То, что было красивым, это были мы. Была же детская одежда, которую ты принес в прошлый раз. Не смею носить ее обратно. Я нашла, кому их подарить. Девочка, ты что, беременна? Ох, в магазин Хандан пришла одна маленькая девочка. Какая она сладенькая, ты бы видел, такая милая. А зовут ее Асия. Говорит, это значит, я свет цивилизации. Ей папа так сказал. Что мне сделать, Чуко? Что мне сделать, а? Нет, Асия, видите ли, европейка, нет первой, нет второй. Бормочешь надо мной. Решил посмотреть телевизор, чтобы развеяться, а ты все никак в покое не оставишь. К вечеру устал, умер уже. Бродил, как собака со сломанной лапой. Не бродил бы. Я, что ли, сказала тебе бродить? Посмотрите на этот артистизм. Что делаешь? Пытаешься сказать этим, что любишь меня? Что? Я Шар. Аллах Всевышний, дай мне терпение. Даже не вздумай, дорогая Дэфне. А что, если хоть раз поделишься, сестра? Например, будет жаль мою одежду. Я не забыла про рубашку с пятном из кафе, которую ты мне вернула. Ну а ты не забывай вещи, которые легче всего забыть. Рюзгар? Сегодняшняя ночь — ночь приема? Проходи, братик, давай тебе поможем. Что тебе надо? Будто мне ты очень помогла. Не болтай много. Тем утром, если бы вы знали, что видите папу в последний раз, что вы сказали бы ему? Рюзгар, с чего это пришло тебе сейчас в голову, единственный мой? Что-то случилось? Он постоянно думает об этом. Любит страдать. Вы не думаете об этом? Я не могу об этом не думать. Может, последнее, что я сказал, это «подай мне соль»? Как глупо.
Ты планировал увидеть его утром, но видишь в морге. И последнее, что я сказал, подай мне соль. Я пойду в комнату. Не могу выдержать это состояние Рюзгара. Рюзгар? Что случилось? Что-то ведь случилось? Почему ты такой? Этот человек забрал нашего отца. Этот человек? Ты что-то нашел? То, чего я не знаю? Нет, я просто к слову. Дорогой, тебе нужно выйти из этого состояния. Выйду, сестра. Скоро выйду. Я бы поблагодарила. Поблагодарила бы за то, что он был замечательным отцом. Поблагодарила бы за то, что могу им гордиться. Поблагодарила бы за семью, которую они создали с мамой. Поблагодарила бы за все, что он нам оставил и что дал пережить. Я тебя люблю, сестра. Я тоже очень люблю тебя. Где же он? Уже прошло 4 часа. Ему нельзя доверять, папа. Может, с ним что-то случилось? Разве не странно? Что делает это видео ОФ, папа? Все еще не понимаю. Без видео не получится. Думаешь, дети поверят в то, что их отец совершил самоубийство? Не поверят. Нет смысла говорить об одном и том же, Чинар. Завтра мы с Хандан расскажем обо всем, что произошло. С видео или без. Я попросил узнать, где находится телефон Эфе. Может, из этого что-то выйдет. Это ради тебя, папа. Ну что, храбрец, ты точно уверен? Поехали.
Ну, хорошо. Удачи нам. Позвони этому типу. Только чтобы не заподозрил. Сыграй нормально. Алло. Дядя Мехмед, помоги мне. Я в большой беде, дядя Мехмед. Что случилось? Где ты? Дядя Мехмед, что-то очень плохое случилось. Приезжай, прошу тебя. Скинь адрес, я еду. Приезжай скорее. Сказал скинуть адрес. Очень хороший человек. Очень хороший человек, клянусь. Он сразу готов помочь, хватает телефонного звонка. Не осталось таких людей, как он. Молодец. Если бы он не был убийцей твоего отца, был бы человек на 5 звезд. Сынок, не тряси ногой. Машину направо клонит, успокойся, дыши. Вы сегодня рано, господин Мехмед. Переготовить стол? Дога не пойдет в школу. Пусть поспит госпожа Рабия. Что такое? Чинар в курсе ситуации. Я тоже скоро вернусь. Доброе утро. Доброе утро, Хайдар. Я поеду один. Можешь остаться. Хорошо, господин. Легкой работы. Спасибо. Мамочка, поставить чай? Я поставила, ты приготовь завтрак. Тогда пойду подниму детей. Нет, не поднимай. Все равно они в школу не пойдут. Хорошо. Мама, я вчера не спросила, не расспрашивала. Но что происходит? Ты накрой завтрак. Ладно. Не сможешь это открыть. Вот так. Итак, смотри. Это предохранитель, понятно? Это открываем. Затвор тянешь до щелчка и отпускаешь. Этот пистолет готов к выстрелу, понятно? Ставишь палец на курок и медленно нажимаешь. Не как животное, а постепенно. Понятно, лев мой? Смотри, он сейчас пустой. Делай с ним что хочешь. Не выстрелит. Но как только ты поставишь туда пули, тебе нужно быть очень осторожным. Не дай Аллах выстрелишь в себя, лев. Понятно? Ты в конце концов не точный стрелок. Возможно, не сможешь попасть в цель. Поэтому нужно будет опустошить весь магазин. Выстрелить всеми пулями. Понятно? Не стой слишком близко и слишком далеко. В конце концов, нелегко стрелять в человека, глядя ему в глаза. Пойдем. Здесь мало людей, особо никто не приходит. Но если кого-то увидел, кто-то пришел, не смей даже думать, чтобы выстрелить. Не хочу, чтобы себя закопал. Это дело сегодня закончится, зять. Мне наплевать на тех, кто в округе. Этот человек сегодня умрет. Доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро, дочка. Рюзгар еще не проснулся? Твой сын лентяй, мамочка. Может, уже смиришься? Вот бы он был таким же, как я, но, увы. Не позволю ничего говорить про моего внука. Не болтай. Я бы удивилась, если бы позволила. Берите, пусть будет вашим. Хоть соленье из него сделайте. Схожу, посмотрю. Хорошо, посмотри. Жди, жди. Рюзгар? Где этот парень? Ты понял, что я сказал? Хорошо. Тогда остальное за тобой, храбрец. Я буду здесь. Слежу за тобой. Хорошо? Давай. Давай, храбрец. Жизнь очень безжалостна, храбрец. Все мы пытаемся держаться на ногах. Уж извини. В комнате его нет. Может, вы увидели, как он выходил утром? Мне ничего не говорил. Я тоже не видела. Куда с утра пораньше ушел? Я вчера сказала не ходить в школу. Позвони ему. Не отвечает. Ладно, дорогая, может, пошел в пекарню. Сейчас перезвонит. Давай, приятного аппетита. Что случилось, Рюзгар? Ты напугал меня? Не приближайся! Я тебе верил! Верил в твою доброту! Верил в твое милосердие! Как ты мог так поступить со мной? Как ты мог лгать, глядя нам в глаза? Есть то, чего ты не знаешь, Рюзгар. Не позволяй Эмель отравить тебя. Опусти оружие и поговорим. Ты убил моего отца! Убийца! Не я убил твоего отца. Он бросился под машину, совершил самоубийство! Это ложь! Ты лжец! Теперь настала очередь этой лжи! С чего вдруг папе хотеть убить себя? Ты лжешь! Ты с самого начала лжешь мне! Опусти оружие, поговорим спокойно. Ты оставайся там, я здесь. Но позволь мне рассказать, пожалуйста. Потом, если хочешь, застрелишь меня. Не позволяй этой женщине обмануть тебя. Эмель, дьявол! Я смотрел видео! Ты тоже был там! Даже не вышел из машины! Папа там лежал на земле, ты взял и уехал! У видео есть начало. Она его обрезала, чтобы обмануть тебя. Понимаю.
Я тебя понимаю, с этим очень трудно смириться. Но твой отец совершил самоубийство, сынок. Я не твой сын! Я сын Джиляля Чакыра! Я не твой сын. Я не твой сын. Я не твой сын. Я не твой сын. Рюзгар. Рюзгар! Рюзгар! Вставай, нам надо уходить! Вставай, шагай! Шагай, шагай, вставай! Бегом! Садись в машину, садись! Аз...